В городе Жуковске Московской области в честь столетия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Амедхана Султана торжественно открыли мемориальную доску на фасаде дома по улице Маяковского, 13. В этом доме с 1958 по 1971 годы жил летчик АС. В Жуковском Амедхан Султан больше 20 лет работал в летно-исследовательском институте имени Громова. Его имя носит одна из улиц города. Автор бронзового барельефа – известный крымско-татарский скульптор Айдер Алиев. Он украсил мемориальную доску скульптурным изображением летчика. Инициатором его установки выступила московская община крымских татар. В этом году мы переживаем знаменательное событие. 100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Амедхана Султана. Это человек – гордость всей страны, нашего народа. Соответственно, мы приняли решение Московской общины крымских татар, как увековечить его имя, как поучаствовать в этих идея, предложенная об установлении мемориальной доски на доме, где он жил, всецело была поддержана старейшинами нашей общины, активом, и мы нашими силами изготовили бронзовую мемориальную доску. Почетным гостем мероприятия стала внучка легендарного летчика Вероника Амедхан. В нем также приняли участие представители дагестанской и крымско-татарской диаспоры и глава города Жуковский. Сегодня в городе поистину знаменательный день. Сегодня мы открыли с вами здесь мемориальную доску заслуженному человеку, дважды Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны, летчику АСу, который более 20 лет своей жизни проработал в городе Жуковском, посвятил себя авиации, испытанию самолетом. Память о нем в сердцах горожан, в сердцах наших заслуженных летчиков, в сердцах всех наших авиаторов и градообразующих предприятиях навечно останется в наших сердцах. И открытие такой доски – это одно из значимых мероприятий для того, чтобы мы нашему молодому поколению могли показать, какие люди жили в городе, работали, чтобы они помнили о тех геройских поступках, которые совершили, о том мирном небе, которое они нам подарили. Среди гостей коллеги Амедхана Султана, которые работали вместе с ним. Они вспоминают летчика как мужественного и бесстрашного, но в то же время жизнелюбивого и веселого. С Амедханом Султаном я, конечно, был знаком, потому что мы работали в одно время в летно-исследовательском институте. В это время проводились исследования влияния невесомости. Впервые в мире для этих исследований был подготовлен большой пассажирский самолет Ту-104. И Амедхан Султан управлял этим самолетом как первый летчик, как первый пилот. Неоднократно, много раз мы летали с ним, можно сказать, вместе. Что он был удивительно энергетически как-то насыщенный человек. Он был наполнен энергией сильной, мощной. И в то же время, когда рядом с ним находился, чувствовалось, что он делится этой энергией, что ты заряжаешься от него. Он был очень отзывчивый человек. Если что-то спрашивать, он тут же отвечал, но крайне лаконично и очень точно к тому, что ты хотел от него услышать. Это был человек необычайно приятный. На мероприятие пришли и те, кто не был знаком с Амедханом Султаном лично, но был наслышан о его подвигах не только в небе, но и на земле. Он не просто летчик, заслуженный ас, дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель, но это еще мужественный человек, который во имя крымского татарского народа проявил мужество. И в самое тяжелое время, когда народ был в изгнании, в депортации, он не боялся подать свой голос в защиту этого народа. Мои родственники встречались с ним еще в 1965-1966 году в составе представителей крымско-татарского народа, когда приезжали в Крым, в Москву сдавать петиции в адрес Политбюро ЦК КПСС о реабилитации крымско-татарского народа и встречались с Амедханом Султаном. Я хотел бы сказать, что
это человек, который сделал все, что мог для своего народа. И народ остался, как говорится, благодарен ему за это. О подвигах летчика аса к его столетию создали фильм «Воздушный лев» Амедхан Султан. Это человек воздушный лев. Посетителям показали наградные документы летчика и авиационные костюмы, в которых он испытывал новые самолеты.